Я, как уполномоченный по правам ребенка, защищаю права несовершеннолетних в Абхазии. Для меня важно, чтобы весь спектр необходимых прав детей были защищены в Абхазии. Но на практике, к сожалению, иногда бывает по-другому. У нас очень много случаев обращения в наш аппарат. Если говорить за прошлый год, было 65 обращений по нарушениям прав ребенка по различным направлениям. В общем, за 2,5 года существования аппарата уполномоченного по правам ребенка было более 150 обращений. По осуществленному нами анализу на первом месте находится нарушение прав ребенка, связанные с фактами насилия в отношении детей. Далее по количеству обращений очень много связано именно с нарушением права ребенка общаться с родственниками, с правом воспитываться в семье. Также очень много обращений, связанных с отсутствием у детей документов, удостоверяющих личность. И можно сказать, что замыкают эти обращения факты, связанные с нарушением права ребенка на материальное обеспечение. То есть, когда один из родителей не оплачивает алименты. Общеизвестно, что общение ребенка с членами его семьи является главным атрибутом его счастливого детства. А когда данное право нарушается, выявляются определенные негативные факторы, которые в последующем могут повлиять на всю его жизнь. Мы желаем всем детям Республики Абхазия никогда не попадать в подобную жизненную ситуацию, в которой было бы нарушено данное право. Обращаясь к детям нашей прекрасной республики, хотелось бы отметить, что если вы считаете, что данное право было кем-либо нарушено, вы можете обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка с целью защиты данного права. Согласно части 1 статьи 59 Семейного кодекса Республики Абхазия, ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Данное право является естественным для каждого ребенка без исключения. Однако, исходя из практической стороны аппарата уполномоченного по правам ребенка, мы сталкиваемся с нарушением данного права, описанного в части 5 статьи 59 Семейного кодекса Республики Абхазия, которая гласит, что если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери. Отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилия по фамилии матери. Именно в данном случае нами было выявлено наибольшее количество спорных ситуаций. Свидетельство о рождении ребенка – это основополагающий документ, который сохраняет свою актуальность на протяжении всей жизни человека. Поэтому, дорогие наши ребята, в этот праздничный день мы желаем вам не сталкиваться с данной казусной ситуацией. А если вдруг произошло так, что вы не имеете свидетельства о рождении или ваша фамилия, имя или отчество не вписаны в документы, то вы можете обращаться к нам в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Статья 62 Семейного кодекса Республики Абхазия гласит, что ребенок имеет право на содержание от родителей и от других членов своей семьи в порядке и размерах согласно Семейному кодексу. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, выплачиваются родителям и либо лицам их заменяющим и расходуются ими на воспитание, содержание и здоровье детей. Аппаратом уполномоченного было выявлено за последний год не так много случаев нарушения алиментных обязательств, но даже самый маленький процент данных нарушений свидетельствует о каких-то системных проблемах. Ребята, мы поздравляем вас с Днем защиты детей и желаем, чтобы ваши имущественные права никогда не были нарушены. Право выражать свое мнение является одним из важнейших и неотъемлемых прав личности. Право ребенка выражать свое мнение означает, что ребенок вправе получать, искать или передавать информацию в любой доступной форме. Согласно статье 58 Семейного кодекса Республики Абхазия, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Особое значение мнение ребенка приобретает по достижении им возраста 10 лет. Часть 4 статьи 60 Семейного кодекса Республики Абхазия гласит о том, что право на изменение имени или фамилии ребенка может быть произведено только с его согласия.
По достижению 10 лет ребенок может участвовать в судебном разбирательстве, так как его мнение будет носить определяющий для исхода дела характер. Это делается, чтобы не допустить ущемления интересов малолетнего ребенка и обеспечить нормальных условий жизнедеятельности. Дорогие наши ребята, в этот праздничный день мы желаем вам, чтобы вы жили в доброй сказке, где царит волшебство родительской любви и заботы. День защиты детей – это лишнее напоминание нам, взрослым, о том, что мы несем ответственность за судьбу и будущее наших детей. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних – это одно из важнейших направлений работы общественных и государственных организаций Абхазии, которые работают в сфере детства, в сфере защиты прав. От всей души поздравляю подрастающее поколение и их родителей с Международным днем защиты детей.